Всем привет! Совсем немного осталось времени до самого долгожданного и любимого праздника, до Нового года. И сегодня мы будем творить и создавать очень интересные новогодние штучки вместе со Снежаной Краузе. Снежана, здравствуйте! Здравствуйте, очень рада приветствовать вас в своем доме творчества. И сегодня хочу познакомить вас с арт-объектами, которые помогут вам украсить свой новогодний стол, может быть, какие-то комодики, подоконники. И, может быть, вы захотите поучаствовать в каких-нибудь конкурсах по рукоделию. Вот так. То есть, смотрите, я назвала их новогодние штучки, а Снежана называет их арт-объекты. Видите, как важно правильно использовать терминологию, да? Хорошо, давайте поговорим вообще о том, что можно сделать своими руками, дабы украсить свой дом и немножечко внести в него нотку вот чего-то креативного. Мы будем использовать все тот же скраббукинг, будем его выражать вот в таких вот арт-объектах. Да? Это тоже скраббукинг? Это тоже скраббукинг, как арт-объект считается. Так, здесь мы можем написать наши какие-то поздравления, в виде открыточки подарить из декора, можно фотографию сюда прикрепить, да, в любое место. Ну, по ходу мастер-класса я вам расскажу, где и как это лучше крепить. Это очень простой вариант, и вы можете делать его самостоятельно после просмотра нашего мастер-класса по телевидению. Не забывайте, что есть видеозаписи в социальных сетях, да, в ВК, в Ютубе. Все верно. Да, где вы можете просмотреть повторы и сделать самостоятельно уже по этому мастер-классу. Да, еще не забывайте, ставьте, пожалуйста, свои отзывы и лайки, потому что таким заинтересованным людям, как Снежана, это очень важно. Она хочет обратную связь видеть, что вам понравилось больше всего. То есть сердечки, лайки будет замечательно, если потом мы посмотрим, какой мастер-класс больше всего пользуется спросом у телезрителей. Да, было бы очень здорово. И немножко хочу еще рассказать, что арт-объекты могут быть в виде таких картин. Эти мастер-классы я тоже преподаю, эти мы делали в школе еще в прошлом году, это прошлая работа, но очень здорово смотрится, свежо даже в этом году, несмотря на то, что прошел целый год. Но здесь так много деталей, опять да, любимые блестки. Да? Здесь объемные детали, и елочка необычная. Это будет очень выделяться среди других работ, которые будут просто нарисованы, поэтому не ленитесь, растворяйтесь в творчестве, показывайте свою креативность и посмотрите, что вы можете создать самостоятельно. И это все скраббукинг. Да, давайте приступим? Приступим. Итак, ну сегодня у нас объект вот такой. Вроде бы с виду незамысловатый, но есть, наверное, свои нюансы. С чего начнем? Я думаю, что нужно начать с самого главного, и давай выберем сначала деревяшки. Кроме елочек вы можете сделать вот такие вот домики. можно поближе его? Давайте. Так. Здесь я его еще только начинаю создавать, поэтому вот как образец показала, что можно поставить, выстроить такие композиции, ну, не ограничиваться вот какой-то простой формой, да. Здесь можно поставить деревце, тут, ну, в общем, она может быть удлинена, какая-то объемная, может быть, а можно сверху сделать каркас тоже в виде дома. Очень будет интересно. То есть это все картон? Это все картон. Картон, детальки вырезаем, вспоминаем немножко детский сад, да, плюс-минус. Это что? Это просто цветочки, которые вот готовые были. Я немножко вот так вот разъединила, поставила в катушку. То есть эта композиция будет дополняться? Можно и какой-то огонечек поставить, чтобы да, горели, там может свечка быть, и можно вот таким вот снежком, хлопьями присыпать и добавить. У нас там в сундучке Деда Мороза лежит мох. Можно будет его, ну, как бы украсить, да, до конца. Но мы пока вернемся к нашей елочке. Все-таки сегодня речь о ней, да? Да. Итак, что нам понадобится? Нам понадобятся вот такие заготовочки. Держи вот тебе две, большая и маленькая. И будем крутить, наверное, ты будешь крутить из нитки, из вязальной. Она у нас вот здесь есть белая и серая. А я хочу для того, чтобы вы понимали, что материалы могут быть разнообразные, все-таки сделать композицию немножко из другого материала. Это будет сизаль. Что это такое? Сизаль — это вот сухое такое волокно. Если я не ошибаюсь, оно из кокоса. Похоже на сено. Похоже на сено, да. Так, хорошо, тогда тебе сизаль, а я беру веревочку. Да, и мне, пожалуйста, белую тоже подай. Белую, так. А основа это у нас картон, просто треугольник. Да, основа картон. У нас уже пистолет включен с вами, мы будем работать. Наматываем также либо с макушки, либо снизу, как тебе удобнее. Как обычно, прикрепляем кончик и поехали. Да, и поехали, как мы куколок мотаем. Хорошо, да. Так, вот.
Ничего сложного здесь нет, да? Да, это дело для, знаешь, вот просто поболтать вечером с подружками, с детишками, вот для разнообразия досуга, я бы так сказала. Совместного времяпрепровождения. Да. И опять эти мастер-классы это для людей не обязательно, у которых есть Творческое какое-то образование, да. специфика работы, да, это просто вот для души. Ну, вот мы используем здесь такие очень мягкие плюшевые нити, да? Угу. Это просто так, потому что хочется, или так быстрее, проще? Так хочется, потому что они становятся такими уютными, милыми, красивыми. Угу. Когда ты сделаешь, поставишь себя дома, пожалуйста, отметь тоже, как тебе в твоем интерьере оно прижилось. Хорошо, обязательно. Выложим потом пост. Да. И, ну, возможно, ты захочешь применить туда какую-то фотографию, чтобы он был более душевным, что ли, более как персонализированный, да, к тебе. Декор такой. Сизаль, получается, я тоже накручиваю, но сильно ее не придавливаю, я просто закрепляю ее местами на горячий клей. И у меня получается такая вот лохматая елочка. Слегка такая сумасшедшая елочка. Взъерошенная елочка. Ну, потому что новогодние хлопоты, мы сами всегда такие... Как эта елочка. Как эта елочка, да. Вот. Так, но тем временем вот мой процесс практически уже первой елочки. Да, завершился. Очень легко и просто. Да. Ничего сложного. Я говорю, это может быть как игра с вашими детками дома, когда вы в выходной день никуда не пошли, остались в своем уютном очаге. Угу. И вот, чтобы время даром не терять, сели и накрутили елочек. Вот даже сейчас в детском саду начнутся, наверное, конкурсы, да, подделок, да. Все хватаются за голову, что же сделать. Да. Особенно если родители далеки от искусства, да. И вот здесь, вспоминая себя, тоже начинаешь открывать социальные сети, искать какие-то интересные вещи, но порой там бывает все очень настолько сложно и замудренно, что желание сразу пропадает. Кажется, что материалы очень трудно где-то достать, они какие-то невозможные вообще. А так, в принципе, вот сизаль можно купить в любом творческом магазине. Сейчас это распространенные материалы. Что-то сейчас мы использовать будем с магазина Хобби Лавка, что-то с акварели, что-то с азбуки, да. И, ну, как бы это всем известные точки. Ну, даже если, допустим, нет вот возможности приобрести вот такие плюшевые нити, ну, допустим, может, дороговато для каких-то семей. Можно же распустить старый свитер. Правильно. Можно, шерстяные нитки. Можно дать, да, старые вещи новую жизнь, да, вторую жизнь. Даже так можно в конкурсах поучаствовать про эко. А можно мне ножницы? Пожалуйста. Спасибо. Так. Такая лохматая у меня получилась елочка. А если говорить по ценовой политике, ну сейчас не будем прям в рубли выводить, дешевле вот ваш материал или нитки? Если говорить вот мне кажется, дешевле будет нитки взять. Нитки взять, да, потому что их будет много, намного елочек хватит. Если вы делаете какую-то большую работу, то, ну, пряжи будет очень достаточно. Ой, здесь есть вот такая смешная нить еще. Да, ты можешь заменить вместо серой, взять вот зелененькую, она будет такая лохматая. Да. А это что за такая интересная нить вообще? Это тоже вязальная нить. Да? Я, правда, не знаю, как она называется, потому что я не особо вязальная мастерица, но вязать я умею. И, возможно, мы с вами какие-нибудь простые мастер-классы в скором времени свяжем. Да, осилим. Так, тем временем мы накручиваем уже маленькую елочку нашу. Да, я тоже перешла на маленькую елочку. Хочу сделать ее голубой, чтобы у нас были голубые ели. Да. У меня такое настроение сейчас тоже в голубых оттенках. И она такая яркая. Да. Немножко ее расправим, чтобы она не сильно была смятая, зажата. Так. Наверное, вам повезло, вы же человек творческий, у вас, наверное, на Новый год дом просто весь
украшен вашими работами, да? И раньше так было, да. Когда я была в декрете, когда я не занималась каким-то предпринимательством в виде вот развития своей творческой студии. Сейчас, когда успеешь, тогда украсишь. Поэтому очень люблю сама проводить мастер-классы по декору, потому что это потом останется у меня дома, и все, что я сейчас вам показала, я буду использовать в своих декорациях. Сейчас же, кстати, очень много конкурсов идет по поводу рисунков. И думаю, вот такие вдохновения на наших мастер-классах можете получить и отличиться. Поучаствуйте в конкурсе, да? Да. А у вас не будет никаких конкурсов на телевидении? Нет, наверное. У нас было бы здорово, да, наверное, кто смотрит ваши передачи, из какой-нибудь техники сделать что-то вот, да. чтобы закрепить свои знания, полученные через эфиры по телевидению. Итак, мы с вами накрутили вот такие штучки, наши елочки почти готовы. Давайте их немножко украсим по дну. Вот здесь вот видите, у меня есть бомбончики. Снизу елочки. Мы можем их по низу вот так вот на горячий клей опять приклеить, либо по кругу, либо просто с одной стороны. Достаточно будет. Но так как я делала немножко другой вариант, у меня была вот такая золотая резиночка, и мне хочется поэкспериментировать и добавить эту резиночку в свои елочки. Так, ну я не экспериментатор, я сделаю бубончики. Бубончики, да. Можешь выбрать красный, можешь выбрать белый, можешь вот коричневый взять. Какие тебе больше нравятся. Красный. Есть мелкие еще. Так, красный. Снежана, вот на ваш взгляд, с точки зрения вашего опыта, вообще человек, создавая те или иные арт-объекты, он должен придерживаться каких-то канонов, правил, ну, допустим, в колористике, там, то есть этот цвет не сочетается с этим цветом, никогда не дружит, или там нельзя там тот или иной материал с этим материалом смешивать, или же все-таки сейчас творчество, оно такой более свободный формат, все, что хочешь, то и делаешь. Это здорово, когда можно делать все, что хочешь, но действительно нужно придерживаться правил, которые являются как бы главными, да, допустим, какие-то материалы между собой могут не сочетаться, цвета те же могут не сочетаться. И для того, чтобы работа была гармоничная, привлекательная, лучше же эти правила, конечно же, знать и придерживаться их. Но мы сейчас с вами смотрим такие мастер-классы, которые очень просты в применении, да, в создании. Поэтому, думаю, по нашим урокам вы сможете сделать это наиболее красиво, эстетично и правильно. Правильно, да? Да. Но все равно знания нужны. Были бы хорошо, да? Да. Но не обязательно иметь какое-то профессиональное знание, там, как дизайнера или что-то в этом духе, да? Нет, это совсем не нужно. Мы можем обойтись только нашей интуицией и нашей фантазией сейчас, в данный момент. Так. Очень веселые у вас елочки получаются. Забавные. Да, забавные. А у вас есть какие-то семейные новогодние традиции, ну, которые не как у всех? Мы очень любим делать баночку на Новый год, в которую заполняем свои моменты воспоминания, что запомнилось нам в течение текущего года, который проходит. И что делаем с этой баночкой? Потом мы, когда мы пишем, 21 декабря эта баночка у нас достается, мы туда складываем эти записи вместе с детьми. Эти записи выходят именно с бесед вечерних. Там, а что тебе понравилось? А что бы ты задумал на Новый год в прошлом году, и у тебя это исполнилось, да? А что бы ты хотел в следующем году? А какие моменты для тебя были дорогими именно там с папой, с мамой, там, с братом, да, конкретно на кого-то? То есть мы, разговаривая с детьми, даем им возможность поразмышлять, вспомнить и описать это на бумажке, а потом в новогоднюю ночь, когда мы уже отпраздновали, вышли из-за стола, мы начинаем в семейном кругу раскрывать эти записочки и рассказывать друг другу, что было классного в этом году. Ну, то есть эту баночку ставите в начале декабря? Да. Ну и постоянно необходимо с детишками об этом разговаривать и не заполнять эту баночку, заполнять. Так.
Даша, смотри, я вижу, что ты уже закончила декорировать свои елочки. Ты можешь приступить уже к тому, чтобы сделать ствол для нашего дерева. Для этого мы будем использовать корицу. Она у нас есть там в пакетике, можешь вытащить. И мне заодно подашь, пожалуйста, палочки, да? палочки корицы, это у нас да. ствол. Да, палочки будут ствол. Но опять-таки, если вы нигде не нашли корицу, вы всегда можете заменить ее на шпажки. Эти же шпажки обкрутить вязальной ниткой, например, той же, да, другого цвета, возможно. Ну, по мне, корица, так это тоже некий... Новогодний атрибут, да? Да, новогодний, Еще потому что аромат. Да, классно было бы засушить апельсинчики и сделать такой декор из них тоже. Так. А палочку мы куда? Палочку мы, вот смотри, спереди. Спереди она должна быть видна, да? Да, ее надо, чтобы было видно. Вся фишка в этой палочке, да? Да, она придает такой уют и новогоднее настроение. Так. Если она у нас слишком длинная, пусть будет на стволе, да? Да, пусть вот так вот заходит на нашу елочку. Да, и смотрите, чтобы вот это дно... мы же не выбрали с тобой вот эти деревяшки. Ну, давай разберем, да. Чтобы они у нас прикреплялись, да. Например, вот есть какие-нибудь... Стоячие. Да. Вот здорово, смотрите. Сюда сделаем. Такой аромат, да, от них? Да. Ну, как у тебя получается? Вроде бы, да. Лучше приклеивать вот этой кучерявой стороной лицом. Вперед? Да. Я уже ее наоборот. Ну ничего, следующую приклей вот красивенько. Смотри, видишь, как они забавно выглядят. То есть вот это, который завиток, лучше впереди? Лучше впереди, да. Он будет интереснее смотреться. А ножка, чтоб стояла? Ага. Ой, ну это слишком гигантская для моей маленькой елочки. А ты подбери там, что есть еще. Так, вот так вот. Мне интересно узнать у наших зрителей, какими видами творчества они все-таки увлекаются в домашних условиях, а может быть ходят куда-то на мастер-класс, ведь у нас в городе очень много студий креативных, где можно поучиться. Нет, ну сейчас, если так подумать, то люди действительно увлеченно стали заниматься, да? Да. И керамикой, и живописью. То есть сегодня там девичник в виде мастер-класса, это уже Никого не удивишь, да. А ведь раньше, там лет 10 назад-то еще какой девичник, какой мастер-класс. Да. А сейчас это такое очень популярное явление и для детей, и для взрослых, да? Ой, я хочу вот подрезать, а оно не подрежется, да? Оно сейчас сломается, да. Лучше не делать так. Мы с тобой клеем лучше его хорошенечко. Замажем. Разрушилось. Ничего. Ну, будет ствол. Этот, как? Будет стоять? Да, на клей заклеим. Все. Побольше клея нальем. А потом травой закроем. Да, потом сделаем травку. Так, все. Можешь прилеплять уже на основу нашу, на деревянную. На деревяшечку, да? Да. Текс. Текс и текс. На крайний случай у нас будет танцующий лес. Да. Бывает же такой. Лево-право. Да. Так, а можно тоже мох подкинуть? А он еще разный, там, видишь, есть Да, позеленее, есть такой. Послушай, есть такой. Ага. Все. Минут 15-20 позади, и у нас есть две совершенно разные композиции, арт-объекты, да. У Снежаны у нас такие слегка сумасшедшие елочки, очень такие творческие, креативные, но под стать нашей уважаемой Снежаны, да, рукодельницы, это прям вот в этом вся ее суть, вот что-то необычное, креативное. И у меня строго по мастер-классу, ни шага влево, ни шага вправо, все четко, ровно. Но
В любом случае, каждая композиция имеет место быть. И теперь осталось что? Задекорировать, добавить Праздника. красоту, да, праздника создать. И я предлагаю сделать нам вот такие забавные надписи. Там, может быть, жду подарка, может, шишечку какую-нибудь или снежинку. А также нужно будет украсить, ну, как я вижу, мне хочется вот цветочками. Цветочками. Да. То У есть нас тут и есть это все золотой опять... сундучок, мы из него Золотой сейчас сундучок. И вытащим. это все у нас опять из мира. Скраббукинга. Это все скраббуки, Да. товарищи. Вот эти вот все украшения. И, может быть, вот немножко флористической такой искусственной зелени добавим. Тоже кустиками немножко так обрежем. Несмотря на то, что зима. Да, но у нас же будет искусственный снежок хлопьями лежать, ну и как будто под снегом. Но все равно будет радостно от того, что есть какая-то вот такая интересная кутерьма, да? Так, можно длину разную выбрать. Если хочешь, можешь ее добавлять, можешь не добавлять. Я вот просто вижу, что мне нужно. Всего и побольше, да? Да. Так, держи. Но мы же еще, как обычно, любим, чтобы у нас все блестело, все сияло. Да, мы добавим обязательно блестки, стразы, звездочки. Это без этого никак. Без этого вообще И никак. тут тоже придет на помощь вот эти все истории скраббукинга, да? Да. Держи. Вообще же в сказке, когда искала она подснежники, какой месяц там был? Декабрь, по-моему, да? Или январь? Уже не помню эту сказку. Декабрь, по-моему. Декабрь, да? Ну, нашла ведь. Нашла ведь, да. Так. Творчество помогает развивать нам не только нашу фантазию и креативность, но и самопознание. Так, еще хочется. Ой, какой-то умничка. Да? Все сразу такая увидела. По правилам, да, как будто бы почувствовала. делают, да. Как будто ты уже не первый раз ее создаешь. Конечно, ага. Но я просто вижу вот эти вот, кстати говоря, вещи из скраббукинга, но как будто бы хочется... Смотри, у нас еще наложить? такой олень. Где Это это с должно какой-то быть? я другой работы брала. Мы можем его, например, внести тебе вот сюда. По кругу. По кругу, да. Он будет так Деревяшки? стоять. Да. И будет поздравлять твоих гостей. Окей. Мгм. Там что-то зефирки или что-то такое? Это белые Это тоже цветочки. белые Ой. цветочки. А, не страшно. Так. Вот теперь я понимаю, почему многие люди, когда начинают заниматься скраббукингом, не могут остановиться, потому что вот изобилие вот этих цветочков, бусинок, каких-то вот таких вырезок. В общем, тут просто очень много всего, что все время хочется это куда-то приделать. А раз Да. хочется приделать, значит, нужно сделать какой-то арт-объект, правильно? Да. А фантазия просто летит куда-то. А знаешь, я же еще приготовила вот эти железячки, из которых мы делали кукол, помнишь? Да. Если намотать их на ручку и сделать вот такие смешные закрученные вещи, можно выстроить вот здесь тоже из них композиции, которые будут забавно тоже смотреться. Даже и пружину можно. И пружину можно туда взять. Пригодится. Да. Все в дом, все в дом. Мне кажется, даже если какие-то пуговицы в доме были бы, они бы тоже сюда Да, на пригодились бы. елочку почему бы и нет. Очень даже было бы симпатично. И вот здесь еще хотела, если будете такие пружинки делать, не оставляйте такой тонкий кончик. Его тоже подкрутите слегка и заклейте его, как будто бы вот он на ножке стоит, как ступня. Так площадь захвата клея будет больше и устойчивость будет лучше. И опять, вот несмотря на то, что мы тут накручиваем всякие клеевые паутинки, мы можем убрать их горячим клеем. Горячим клеем. Феном. Только фен не перенагревайте. Так.
Итак, вот такие замечательные арт-объекты в виде новогодних елочек у нас получились со Снежаной. Обратите внимание, время было потрачено одинаковое. Материалы были задействованы практически одинаковые. Ну, в чем-то там разница была, да? Просто для эксперимента. Для эксперимента. И в итоге, вот благодаря таким экспериментам появилось два, ну, правильно ты говоришь, арт-объекта. Потому что, обратите внимание на елочку Снежаны. Здесь у нас фотография семьи, и уже точно понятно, чьи это елочки. В моем же случае у меня такая универсальная. Да, можно подарить в гости, да? Да, можно пойти в гости, можно на работе поставить возле рабочего стола. В общем, такая вот интересная композиция. Ну и опять же, чем прекрасен мир скрапбукинга? Здесь есть право на ошибку всегда. Клей не туда капнул, значит, так и надо. Чем-нибудь прикроем. Да, значит, цветочек не там приклеился, упал куда-то, значит, он там и должен быть. Пружинка смотрит криво, табличка висит криво, так и должно было быть. И самое интересное, что здесь столько таких приятных мелочей, что оторваться от этого процесса очень сложно, потому что хочется и тут приклеить, и тут, и немножечко добавить. Доработать, все время доработать. Главное вовремя остановиться. И не забывайте, смотрите за объемами ваших работ, да. И если здесь очень статичное, очень лаконичное и видно каждую детальку, да, то здесь получилось такое нагромождение, много всего, но это был эксперимент. Здесь я бы, наверное, сейчас уже, да, убрала вот эти вот наши юбочки и сделала бы, наверное, бомбончики все-таки. А мне нравится и так. И юбочки интересны, ну и мне вот бомбончики. То есть не страшно, если у вас вдруг что-то не получилось, не бойтесь это взять и исправить. И не забывайте о том, что у вас есть еще и оборотная сторона, где тоже должно быть все очень красиво, потому что... Миленько и красивенько. Да, потому что может быть такое, что кто-то у вас увидит, что там позади. Вот так. Поэтому обращайте внимание на такие мелкие детали. Вот я вижу, что не прикрыла здесь конечек. Ничего страшного, у нас тут есть вот... А, вот у нас, смотри, есть снежинка, да, можно мы ее снежинкой сейчас сделать. приклеим. Поэтому пока мы здесь доделываем, поздравляйте, пожалуйста, наших дорогих телезрителей. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам креативного творчества, чтобы вы никогда не ограждали себя в какие-то рамки, не заносили и не боялись своих фантазий. Вот так вот. Творите, созидайте, с наступающим всех Новым годом. Ну и, конечно, время еще есть. Время есть сделать что-то своими руками, что будет радовать не только вас, но и ваших близких. До новых встреч!